Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск «Сегодня». Мы работаем в прямом эфире в студии Ольга Цхавребова. И вот основные темы к этому часу. Философия как смысл жизни. Сегодня юбилей отмечает Анатолий Габараев. Туризм в республике. Можно не только увидеть красоты, но и попробовать осетинские пироги. Век интернета и высоких технологий. Нужны ли сегодня газеты? Вклад Анатолия Габараева в развитие кафедры философии Юго-Осетинского государственного университета трудно переоценить. Результатом этой плодотворной работы является создание осетинского философского словаря. Сегодня Анатолий Габараев отмечает юбилей. Именинника поздравила и глава государства. В кругу друзей и коллег отпраздновал свой юбилей профессор философии Анатолий Габараев, заведующий кафедрой философии Юго-Осетинского государственного университета. Человек с большой буквы, ученый, который внес значительный вклад в развитие вуза, считает ректор Вадим Тедеев. Анатолий Дмитриевич абсолютно уважаемый для всех, для нас и для всей республики человек. Именно кафедра философии и культурологии проводит наибольшее количество мероприятий. Это касается юбилейных мероприятий, это касается научно-практических мероприятий. И в этом, в первую очередь, заслуга самого Анатолия Дмитриевича Габараева. Вот его сила, его энергия нам позволяет смотреть с большим оптимизмом в будущее. И я уверен, что кафедра философии и культурологии и в дальнейшем будет нас радовать своими успехами в науке и учебе. Анатолий Дмитриевич, по мнению выступающих, не изменял своим убеждениям. Будучи в составе комсомола, он решил посвятить себя науке. Обладая серьезными успехами в партийной работе и занимая должность первого секретаря комсомола, он принимает принципиальное решение поступить в академию в Москве. Защитил кандидатскую диссертацию. По возвращению в Схимвал начал преподавать в Юго-Осетинском педагогическом институте. Все время его работы и здесь, в стенах университета, они связаны с серьезными для себя шагами, которые он делал и здесь, в науке. Конечно, это и те работы, которые он провел, это и философский словарь, который он разработал на осетинском языке, и другие работы, серьезные работы, которые публикуются и публиковались. Это, конечно, все говорит о том, что Анатолий Дмитриевич сам по себе целеустремленный. Это тоже не может не вызывать уважения. Анатолий Габараев в любой ситуации проявлял свою активную гражданскую позицию, в особенности, что касается общественно-политических процессов, происходящих в нашей республике. Главным его убеждением является необходимость объединения Севера и Юга Осетии. Когда вот такие серьезные ученые, серьезные люди говорят, что на самом деле наше будущее должно быть единым и в территориальном пространстве, и в политическом пространстве, и в географическом пространстве, то это говорит о том, что те люди, которые искренне этого хотят, верят, они на правильном пути. Конечно, хочу поблагодарить его за те труды, которые он делает. Конечно, хочу поздравить его с юбилеем, 80-летием. Пожелать ему доброго здоровья, бодрости духа, больше успехов в научной работе, долгих лет жизни на радость нам всем. Указом президента Анатолий Габараев удостоен одной из высших наград Южной Осетии – Ордена Почета. Уважаемый президент, большое спасибо за большое внимание. Я постараюсь и дальше оправдать ваше доверие и доверие всего нашего университета. Друг и коллега Габараева Кустат Зугаев подробно остановился на научных трудах Анатолия Дмитриевича, которые высоко были оценены среди научных кругов не только Осетии, но и бывшего Советского Союза. Подчеркивалось, что диссертантам высказаны оригинальные соображения о соотношении времени, движения, изменения и развития, а также о соотношении времени и причинности в вопросе о возможности сверхсветовых скоростей. В то время эта гипотеза была на переднем крае мировой физической мысли.
И мне приятно отметить, что наш коллега находился на этом самом переднем крае. Значителен вклад Анатолия Габараева в развитие кафедры философии в разные годы. Результатом этой работы стало и создание осетинского философского словаря. Работы Анатолия Дмитриевича посвящены многим проблемам философии. Придерживаясь принципов марксизма-ленинизма, в своих работах он отстаивает принципы диалектического и исторического материализма, а также обращает внимание на вопросы научного атеизма. Юбиляр поблагодарил коллег и руководство республики за уважительное отношение и теплые слова, которые прозвучали в его адрес. قیامتن ایران آقازنج با همشتر آرخ کیس کود داد هوید خشتر بوزنه و چگم افتفازه هم بایدنش میازدن سخال خواب کنجلن شده ایتر فجر داد من داد هوی و آوانس رد چگم آوانس مزدر کرنجنه شمه دیتر ویخسم ایو لگزاق دار ویخسم کپ دارم. Много теплых слов было сказано в адрес юбиляра. Его заслуги, по мнению многих присутствующих, оценят и будущие поколения. Роза Тедеева, Заур Устаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Укус даже домашней, непривитой собаки очень опасен, он может привести к бешенству. Чтобы этого не произошло, необходимо ввести специальную вакцину. Сейчас у нас в республике вакцина от бешенства заканчивается, поэтому специалисты рекомендуют свести на нет общение с потенциально опасными животными. Ирина Битиева пыталась разобраться в проблеме. Антирабическая вакцина – это особый препарат от бешенства, при введении которого в организме человека вырабатывается иммунитет. А как известно, бешенство – крайне опасное заболевание, которое невозможно вылечить. Единственный способ спасти человека – вовремя сделанная вакцина. Но в связи с тем, что российские компании приостановили ее производство, нехватка вакцин ощущается и у нас в республике. Последние 3 месяца ощущается перебой с поставкой антирабической вакцины, и эти перебои, со слов наших поставщиков, обусловлены отсутствием дефектуры препарата на фармрынке. Иммуноглобулин, который тоже является основным препаратом против возникновения данного заболевания, исчез с фармрынка раньше, немножко раньше, где-то полгода, даже 8 месяцев иммуноглобулина уже нет. Вакцина до последнего времени была. В настоящее время отсутствие ее объясняется отсутствием даже на заводе-производителя микрогений, в головном учреждении. В связи с отсутствием в здравоохранении необходимого количества антирабической вакцины врачи предупреждают население уберечь себя от непривитых животных, не только от бродячих собак, но и домашних животных. На российском рынке антирабической вакцины, соответственно, дефицит возник и у нас в республике. Последние поставки у нас были несколько месяцев назад, и, к сожалению, их количество уже заканчивается. Мы можем, у нас есть для экстренных случаев вакцины, когда мы можем сделать при укусах бродячих собак, при укусах бродячих кошек. А так у нас физически они заканчиваются. Убедительная просьба ко всем родителям: пожалуйста, будьте бдительны, не оставляйте своих детей без присмотра, чтобы избежать укусов животных, то есть и домашних, и бродячих собак и кошек. Следует отметить, что такая ситуация сложилась в Северной Осетии и в других российских регионах. Как разрешится ситуация с производством вакцины, можно только предполагать. А пока что население республики должно проявлять осторожность даже с домашними питомцами. Ирина Битева, Ринат Медов. Информационный выпуск сегодня. Туризм в Южной Осетии активно развивается. Уже сегодня отдыхающим предлагают посетить не только памятники архитектуры, античные храмы и монастыри, но есть даже кулинарная экскурсия. Любой желающий может не только отведать традиционные осетинские блюда, ему покажут и процесс приготовления. Алан Тибилов подробнее. Сезон отпусков только начался, а в Южную Осетию уже приехали сотни отдыхающих. И это несмотря на то, что наша страна делает первые шаги в развитии туризма. Турист из России, признается, побывала в разных странах мира, буквально недавно прилетела из Турции. Но раз в год традиционно приезжает в Южную Осетию, страну самых гостеприимных людей. Бывает, что вот не передашь, а вот внутри какая-то вот радость. Есть мир, а есть отдельно Южная Осетия. Все улыбались, все помогали, что-то подсказывали. Помню, играли ребята в баскетбол.
И мы с другом подошли, и я ему говорю, блин, так хочется, говорю, забить один хотя бы мяч. И он типа, давай подойдем. Говорю, да не, говорю, как подойдем, неудобно. Ребята сами поняли, и мол, типа, вы хотите сыграть, и мы как бы, ну да. И все, дали нам возможность поиграть. И вот вроде мелочь, да, а остается вот настолько это, что вот год прошел, и мы вот ехали сюда, и я говорю, а помнишь вот это, а помнишь вот то? И вот, ну не передать, честно. Древняя аланская земля богата различными минеральными источниками. Попробовав чистейшую воду, вы ощутите невероятный приток сил и энергии. Родник на окраине Цхинвала. Сюда можно прийти в летний день и утолить жажду. Но у этого родника есть еще одна особенность. Родник в прямом смысле горит. И таких интересных для туристов мест в Южной Осетии очень много. Развитый в советское время туристический кластер за годы войны в Южной Осетии пришел в упадок. Но сегодня туризм в нашей республике возрождается, словно птица Феникс. Турбазашеда в Горной Алании, конный и лыжный досуг на альпийских лугах в Крозе, санаторий Кодибен в Даусском районе – это лишь часть новых туристических проектов. В Южной Осетии более 1000 исторических памятников, древних храмов и церквей. Нам есть что показать туристу. Средневековые башни и античные пещеры, для любителей походов живописные ущелья с альпийскими видами, Кельтское плато и исчезающее озеро Эрцо, целебные минеральные источники и жемчужина республики озеро Кос. Самый популярный гид Южной Осетии Гурам Карсанов начинает свой рабочий день с раннего утра. В программе обширная экскурсионная программа по интересным местам Осетии. Гид признается, такого наплыва туристов в республике не было никогда. Рекордное количество, и это только начало сезона. Помимо граждан Российской Федерации, еще и граждане со всех стран мира практически. Естественно, преобладают граждане европейских стран, которые проявляют интерес к нашей республике и пытаются сюда попасть. Но несколько проблематично для них оформлять приглашение, но я думаю, со временем это тоже уладится и будет все в порядке. И порой мест не хватает просто катастрофически. Чтобы разместить гостя, вот просто приехал и разместить, порой бывает невозможно. То есть надо заранее договариваться хотя бы за неделю, за две. С увеличением туристического потока расширяются экскурсионные направления. Для любителей осетинской кухни кулинарная экскурсия с подробным описанием процесса приготовления национальных блюд. Тем, кто хочет приобщиться к истории, мы готовы показать древние культовые места и исторические памятники. А для любителей сакрального туризма – античные храмы и монастыри. Есть и те, кто любит активный экстремальный отдых. У них есть возможность пройтись по таинственным ущельям и увидеть изумительные высокогорные реки и озера. Больше 1500 религиозных объектов у нас на территории республики в той или ином состоянии. Кто-то разрушен, кто-то целый. На это можно посвятить аж целые недели, чтобы их изучать. 1500, представляете? Мы начинаем с нуля, и у нас есть очень много шансов сделать что-то свое, не похожее на других. Здесь все просто, в хорошем понимании. Искреннее доброе отношение людей. Уникальная природа. Мы сами уже не замечаем нашу природу. На самом деле у нас уникальная и по климатическим нормам. Людям нравится отношение человеческое. И еще, скажем так, нетронутость природы. Вот эта девственность. Это подкупает и очень нравится нашим гостям. В Южной Осетии о развитии туризма говорят давно, но десятки лет назад это было невозможно. Территория являлась горячей точкой, и вот теперь, после признания независимости, установления мира, можно своими глазами увидеть, как разговоры перетекают в реальные проекты. На фоне непрекращающейся антироссийской политики в Грузии мы можем гарантировать безопасность туристов и бескрайнюю осетинскую гостеприимность. Тем более, что Владимир Путин своим указом ввел запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Туроператорам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. Так что добро пожаловать в государство Алания. Алан Тибилов, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Всю свою жизнь он посвятил театру, играл, как жил. Год назад не стало всеми любимого артиста Георгия Багаева. Он был поистине народным любимчиком. Его телевизионный герой Ладыко был невероятно популярен. Его шутки были понятны каждому. Репортаж Зарины Кочиевой.
Удивительный человек, хороший друг, отзывчивый коллега, блистательный артист. Сегодня в Госдрамтеатре вспоминали Георгия Багаева. Заслуженный артист Южной и Северной Осетии ушел из жизни год назад после тяжелой болезни. Его уход из жизни – невосполнимая утрата. Большой души человек, великий актер, просто хороший человек. Я горд, что работал с ним, сказал, открывая памятный вечер, художественный руководитель театра Тамерлан Дзуцев. Код артистов там абуну зарема Георгий я фалгонштор код кста. Офта мохма костой орах на офта зарджан кукума орах на мофта на факусуч. Ламбена гиб кости я текст мадар я фалгонш мадар ама я фандadi шамай сценама крахиза. Вот это точно. Георгий азда شادر بود مرقدی مملکت در زختا از دم سوم نوجینم از دم زونم گلی سفسر دارم ما زن نه گردی فتح خوجینه دنیزو نوش نیزو دام نیچ فتح خوجین مدی کاغری سوم که باشتن و وقتی فیت تو نما ودرسه بعد زخت و زفیت تای گردی زندان خاص دیر شدی مفتای تام میدم صحات دست منم لأن چیزا بون تستمنت هم صحات دست فلا автор شدی خبر من خوشوی خیمایست. Всю свою жизнь Георгий Багаев посвятил служению театру. Здесь его безмерно любили и ценили. Коллеги вспоминают, каждый раз встреча с Георгием была праздником. Столько тепла он дарил каждому из них. در زن مومنت تنهای گرگی و فنخ از تکودم. فافتای کم درت آخن چلا کودم. نه آلچی دارن چلا کنه مخیل فلان. سایه نیکو نفر کودم. مایت خیلی بوزنگ دن گرگیان. اشتر بوزنگ زاغن خوشوان. آخن بالمن کیسوی. بایستم نبیری دو چکروی دکتر مرازنات. یولتنگ درش ما یه نرخ کن نبود. راست نخواست نیکو ترستیزوی فجاعت که در کودم دیور زاغن. Jag gjorde när Orviches falla zaman. Men benåt också så att ni gusta I bozach. Fall jag nefsar som där hosta med nabundar. Märtam där nytt förkan där Kina dorsta. Maft han jag shodi smärtam. Renchena mig islam dvenise. Nola vart mig gustay med jertom zangivar. Takhif zar khatas mig ojam nej adam dom med qalma kasanj. Dvenis mashtasam yozal kuttam mig mashinay batti shul mig mach. که خجاریستم و می‌آرد کد داد من گوشتای من خواست کدم زغن نشسته تراستای نه من دبون باکس کن نیشو من این ماشین هم نگوری خی کارم کدم مختار پیش شور کدم زنو خورزم گاره فیصافه ها بون در من اور نو من راسته کد شو هفتم من تنگ در کار روی دادم زودی ریل بورسش تکنک کلتر شما زغونیم سما خور زدم نظر دزه نرستجی خورزم گارم ماکماچ فیسا. Он вживался в роль, и это была вовсе не игра. Он проживал жизнь каждого героя на сцене. Мечта выйти на подмостки нового театра и вновь на родной сцене насладиться бурными аплодисментами зрителей так и не сбылась. تخو مادام فشاری نوش بود مادام سینا مکراخیزی قسمت افسایت یه بود نباشی سینا لدر زختم گیورگینا فلا آبون مخفندش امی گیورگی فارم اما گیورگی بود آشتی آدر بازه اما شمی مخال خاطر خودی کنم کد آرتیست آفته درنه فلا کد نه وقت زادی ما کد نیم بالافته Георгий Багаев, Коце Каладику. Он ярко исполнял комедийную, лирическую и драматическую роли, и в любой из них был неповторим. Кусом на культой хадак мандар, охам актер кума офтакуса. Мы хидар на кусом культохс. Мы хадак дарик, все норфне культун. Кума фазер то лифти нол бофнайдаза. Мы фасток хотели жак козистан. Газопчин захсав. Ад сагайдарн سوفترا دی من تنگ باتخشن کتوی ارگانیزاتورتا من زافتا رنچنو دی کسک من زافتا زن کسک در بونه کدو زن افتی آقاس در خیز زن ما باید کن افتا مزاخه دی
گفتم یه بون نود یافته کوسن سمر دک کوست تیتا باکوتوید کنم من افته گتسل افتاید کود نه بوم کروم مسارستاید قطور تنگزن من آقای زرده در تنگ فرنو وقتای دستی نمکشت زرده تنگشت فرنو وقتای نفسته اشتر بوزنك تنكيوان Георгий Багаев, КЦ «Кладико» навсегда останется в памяти коллег, друзей и зрителей. Сегодня коллеги не сдерживали слезы. Нескончаемый поток историй, которые пережили вместе с ним. Он любил шутить, любил жизнь, но ушел слишком рано. Зарина Кочева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Дживерс Бестаев из-за осложнений серьезной болезни может полностью ослепнуть, если не провести дорогостоящую операцию. Молодому человеку помогают всем миром, пытаются собрать средства, так как у его семьи нет нужной суммы. Эльвира Тибилова продолжит. Детский благотворительный фонд «Подари крылья» проводит 2 акции в поддержку сбора средств для Дживерса Бестаева, больным сахарным диабетом. Осложнения, вызванные болезнью, привели к диагнозу диабетическая ретинопатия, одно из наиболее тяжелых сосудистых осложнений диабета, приводящее к слепоте. Парень практически ослеп и нуждается в срочной дорогостоящей операции по замене сетчатки обоих глаз. Ее намерены провести в Израиле в начале июля. Необходима сумма 7 миллионов рублей. Дживерс по профессии мануальный терапевт и, несмотря на недуг, оказывает помощь детям с ограниченными возможностями. Наш фонд обратился к Бестаев Дживерс, которому 36 лет. Мы сделали исключение, потому что мы очень прониклись к этому молодому человеку, очень большой, состраданием большим. И, может быть, даже потому, что он занимается больными детьми. На фоне слепоты у него очень развитые руки. Он мануальный терапевт, по профессии он врач. И он окончил курсы и занимается именно детьми ДЦП. Он их ставит на ноги. И я думаю, что он не просто так к нам обратился, и мы должны ему помочь. Для поддержки Бестаева завтра в 9 утра в Пионерском парке стартует благотворительный забег. Благотворительный забег, который мы проводим ежегодно. Он будет большой, массовый. Мы оповестили все организации, то есть будет молодежь, дети. Все будут люди, которые примут участие в этом забеге. Маршрут у нас тот же остается. Это начало парка, вход в парк, вверх по Ленина, Московская, Сталина, Исаака и обратно Ленина. 3 июля в Государственном киноконцертном зале «Чермен» в 7 часов вечера пройдет концерт с участием звезд Севера и Юга Осетии. Организацией концерта занимается заслуженная артистка республики Залина Саппева. В концерте примут участие популярные исполнители Игорь Тасоев, Эдуард Тауров, Руслан Кабалоти, Алла Хадикова, Кристина Гогинова и многие другие. Все откликнулись. Абсолютно без вопросов. Надо, значит, мы будем там. Я знаю еще буквально 2 недели назад и «Звездный юг» принимал участие. Точно такой же благотворительный концерт, акция проходила во Владикавказе. И Сослан Хасиева, и «Звездный юг» с Альзирой Габараевой ездили. Я думаю, что это очень хорошо. Мы будем поддерживать друг друга и будем всегда вместе. Но еще хочу сказать слова благодарности нашему народу за то, что они такие добрые. Каждый раз они активное участие принимают в таких благотворительных акциях. И я думаю, что и 3 июля мы все соберемся, концерт будет очень интересный. Вы услышите много новых песен. Я думаю, что если еще сам Дживерс будет здесь, мы его тоже пригласим. Помощь в предоставлении зала организаторам оказало Министерство культуры Республики, а все собранные средства будут перечислены на счет Дживерса Бестаева в Национальном банке Республики и Сбербанке Виза. Эльвира Тибилова, Арсен Гастев. Информационный выпуск сегодня. В век интернета и высоких технологий печатные СМИ теряют свою актуальность. Любую новость можно найти на просторах всемирной паутины, причем оперативно. Поэтому читать эту же информацию на следующий день в газете мало кому интересно. Репортаж Эльвиры Тибиловой.
Подходит к концу подписная кампания на печатное издание на второе полугодие 2019 года. По словам директора агентства «Югосеть Печать» Зои Шавлоховой, результаты подписки на местную периодику неутешительны. В этом году оно особенно низкое. Газеты и журналы в основном выписываются государственными учреждениями. Считанные дни остались до окончания подписки на печатное издание за второе полугодие. В этом году как никогда мало подписчиков. Периодику выписывали в основном госучреждения и сотрудники Минобразования и РОВД. Цифры у нас пока предварительные, но подписку мы продлим до 15 июля. Надеемся на то, что число подписчиков за это время увеличится. Оформить подписку на местные и российские издания можно в агентстве, газетных киосках. Также подписку могут оформить и почтальоны. Помимо местной периодики идет подписка и на северостинские газеты и журналы, а также на российские издания. Северостинские печатные издания также продлили подписку до середины июля. Сроки подписки на российские печатные издания уже подошли к концу. Однако северостинские продлили их до 20 июля. Зоя Шавлохова озвучила еще одну проблему, связанную с вывешиванием на газетных киосках афиш, рекламных листов и частных объявлений. Их остатки приводят даже недавно отремонтированные ларьки в неприглядный вид. На газетных киосках часто вывешивают различные рекламные листки и афиши, и это очень портит их внешний вид. Я настоятельно обращаюсь к агентствам и частным лицам, что для этих целей существуют специальные рекламные щиты. Агентство «Югосеть Печать» заказывает российские газеты и журналы по 4 каталогам. Агентство «Роспечать», «Пресса России», каталог российской прессы и «Почта России». К сожалению, югостинская периодика пока не распространяется за пределами республики. Однако в этом направлении ведется активная работа. И в скором времени отечественные печатные издания будут получать и в северной части Осетии. Эльвира Тибилова, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. Наш соотечественник Андрей Бестаев в составе сборной России стал победителем первенства Европы по вольной борьбе среди юношей. Он не уступил ни одного балла своим соперникам. Сегодня в Комитете информации и печати спортсмен отвечал на вопросы журналистов. Среди них была и Агунда Губозова. Гостями пресс-конференции стали заслуженный тренер Республики Южная Осетия по вольной борьбе Тамерлан Кочиев и победитель первенства Европы по вольной борьбе среди юношей до 18 лет Андрей Бестаев. Чемпионат проходил в Италии в городе Файнза. Отрадно отметить, что в составе сборной России был представитель Южной Осетии и своим результатом прославил родину. Он провел 4 схватки. Первым его соперником был спортсмен из Венгрии, второй из Молдовы, третий из Украины. И в финальной схватке противником югостинского спортсмена стал болгарец. Все поединки он провел блестяще, отметив, что борцы были спортсменами высокого уровня. Но все же он выделил представителя Украины Давида Чедлидзе. 4 соперника. И с кем было сложнее бороться? С украинцем за выход в финал. Было очень сложно с ним. Очень хороший борец. С ним я отборолся 2-0. В ходе пресс-конференции тренер и его подопечные журналистам подробно рассказали о чемпионате. В первую очередь тренер отметил, что победа была предсказуема, так как они долго и упорно готовились к соревнованиям. Конечно, стремимся к тому, чтобы наши ребята выигрывали. Вот когда они уже, например, Бестаев в прошлом году занял 3-е место на отборочном турнире, на отборочном первенстве России, и тогда уже видно было, что вот скоро уже что-то должно произойти. И вот в этом году не то, что были 100% так уверены, так в спорте не бывает, но рассчитывали на то, что вот наши воспитанники, двое, Бестаев Андрей и Засеев Арсамак, могут выйти в финал, могут бороться на хорошем уровне для юношей. В принципе, так и произошло. Ожидали. То есть ожидаемо. Андрей Бестаев рассказал, что борьбой занимается с 9 лет, а привел его в эту секцию сосед. С того самого дня он упорно тренировался и вместе с тренером Тамерланом Кочиевым достигает спортивных высот. У чемпиона далеко идущие планы. Его главная цель – стать олимпийским чемпионом. Напомним, что 27 июля другой воспитанник Тамерлана Кочиева Арсамак Засеев будет участвовать в первенстве мира в Болгарии. Агунда Губозова, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня.
После вечернего выпуска новостей АБУН в эфире ГТРК ИИР смотрите программу «Хорошо быть медалистом» и фильм «Аланские барсы» о сборной Южной Осетии по футболу. Сборная Южной Осетии – чемпион Европы по футболу. Вот он, главный трофей европейского чемпионата здесь, на стадионе в Цхинвале. Наши футболисты вписали свои имена в историю и подарили нам, осетинам всего мира, радость великих побед. Сегодня мы встретимся с тренером и игроками нашей сборной, чтобы показать и познакомить вас с героями нашего времени. А сейчас узнаем, какая погода будет завтра. В Знаурском районе завтра переменная облачность, днем 21 градус тепла, ночью 16. В Дзауском районе переменная облачность, днем плюс 20, ночью плюс 16. В городе Квайса переменная облачность, возможен дождь, днем плюс 22, ночью плюс 15. В Ленигорском районе переменная облачность, днем плюс 25, ночью плюс 17. В столице республики в Цхинвале переменная облачность, днем 24 градуса тепла, ночью 17. На этом наш выпуск подошел к концу. Напоминаю, мы работали в прямом эфире. Я, Ольга Схавребова, прощаюсь с вами. До свидания.